Как тебя зовут? Руслан. Руслан, ты первый раз сегодня в штабе? Да, сегодня я первый раз пришел к вам. Ну и как, понравилось? Очень понравилось. Буду продолжать ходить, следить за событиями, посещать. Откуда ты узнал про штаб? Мне сестра рассказала, до этого отец рассказывал. Вот сестра отправила мне ссылку. Я еще хотел прийти на предыдущее мероприятие. Нижегородские татары собирались. Вот не получилось, пришел на это мероприятие. Что для тебя в этом году Рамадан? Что он тебе дал? В этом году Рамадан прошел, мне кажется, довольно-таки продуктивно, но, к сожалению, все такие мероприятия, такие благие дни, они очень быстро пролетают, незаметно. Вот. Но я точно могу сказать то, что приобрели новые знакомства, новые связи, много благого было приобретено, получено, сделано. Поэтому мне кажется, что мы собираемся, то, что вот Хазрата приглашаем, да, молодежи стараемся тоже привлекать, что это очень большой вклад в развитие целого нашего татарского общества, вот, потому что Рамадан, ислам — это все неотъемлемые части нашей традиции. Вот. Ну, в целом так. Ассаляму алейкум. Барыгызны да изге ураза бәйрәме белән котлыйм. Аллаһ тоткан уразаларыбызны кабул итсен. Йортларыбызга тынычлык, йөрәкләребезгә иман, гаиләләребезгә сәламәтлек һәм бәрәкәт бирсен. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Аллаһ разый булсын. Я желаю всем мусульманам, чтобы Аллах принял ваши молитвы, и желаю вам жить достойно и честно, и чтобы все были счастливы. Конечно, меня это заставляет всегда глубоко задуматься о фундаментальных важных проблемах, вопросах. Вот. Много уже было проанализировано, что-то нового тоже получено. В целом Рамадан заставляет вернуться к каким-то, может, уже понятым вещам, да, но уже с какой-то новой позицией, переосмысление какое-то или напоминание. Ну, для себя, вот, например, больше начинаю осознавать уже, что напоминание тоже очень важная вещь. Рустем Фаизович, вот и прошел священный месяц Рамадан. Каким он был для вас? Каким он был для штаба? Ну, для штаба все-таки, наверное, мы довольны в очередной раз, потому что у нас была 2 месяца перед ифтаром подготовительная работа. И в результате этой подготовительной работы, к сожалению, в Москве, кроме нас, этого никто не делает. Вот за 2 месяца мы каждую неделю собираем, объясняем смысл, суть, намерения, планы, все. Значит, и вот поэтому где-то в районе 250-300 человек у нас начало пост держать, в районе где-то 200 человек намаз начали читать. Но мы не гонимся за количеством, нам главное осознание всего этого. Нам очень важно, с какими мыслями начинался этот пост, как кого он изменил, о чем они думают. Ведь в этот месяц мы богобоязненные, мы стараемся по-другому мыслить, планировать, вести себя. Давайте как-нибудь постараемся вот это вот оставить на целый год и, значит, поменяться духовности нашей молодежи, благотворительность, чтобы занимались. И, конечно же, вот мы очень надеемся на нашу молодежь, мы в нее верим. Хорошо, что они с нами, мы вместе. Мы всех поздравляем и всех благодарим, кто принимал участие, да. Вот, в районе у нас 12 ифтаров, в прошлом году было 16. Ну, Алла верся, мы и в течение года проводим огромную работу в интернете. Мы снимаем религиозные ролики, мы приглашаем хазрятов. Поэтому деятельность мусульманская в Москве, наверное, не побоюсь сказать, что мы одни из самых активных. И постараемся продолжить эту планку держать. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا فتاح ربي زدنا علما. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мои искренние поздравления с наступающим
праздником, великим праздником Ураза Байрам. И пожелание сохранить тот баракат, который приобрели в ходе ибадата, который был сделан для очищения своего нафса последующим после Ураза Байрама. Всем здоровья, счастья и успехов во всех делах.